взгляде добрый ответ. Пусть этот день станет вам наградой, пусть будет мир в сердцах у всех гостей. И важно рада видеть вас вы рядом, и от того на сердце все ясней. Я признаюсь вам тихо, без тревоги, мы в этом празднике, как ясный свет. Пусть счастье ходит рядом по дороге, и в каждом взгляде будет добрый ответ. Амина, как ни странно, и это мероприятие приходится вести нам. А мне нравится, ведь сегодня не просто мероприятие. А финал межрегионального конкурса «Воспитание любовью» и колыбельные песни. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Мы говорим это сейчас не просто по традиции, мы говорим это с особым чувством, потому что сегодня здесь, в этом зале, собрались люди, для которых слово «здравствуйте» и «добрый день» не просто вежливость, а начало большого пути. Пути, который называется «Воспитание любовью». Посмотрите вокруг, здесь нет случайных людей. Каждый из вас каждый день делает то, что невозможно измерить ни отчетами, ни рейтингами. Но мы все равно попытаемся измерить. Сейчас тот самый момент, когда слова благодарности обретают лица, имена и голоса. Абсолютно верно. Потому что за каждым большим делом, за каждым конкурсом, за каждой идеей воспитания стоят люди, которые эту идею разделяют, поддерживают и ведут за собой. Сегодня в этом зале те, для кого воспитание любовью не просто тема конкурса, а ежедневная работа, смысл и ответственность. И мы хотим поприветствовать их всех, но особенно тех, кто приехал к нам из разных регионов. Мы рады приветствовать высоких гостей из Республики Татарстан. Земля, где традиции воспитания передаются из поколения в поколение, где семья, уважение к старшим и любовь к детям – основа основ. Вам наше искреннее здравствуйте! Этот яркий проект нас так сблизит. Здесь в горах, где рождался Гамзатов, каждый гость нам особенно близок. Край хунзахский, талантом богатый. Здесь сегодня никто не скучает. Музыка громче пусть заиграет. Дагестан вас теплом привечает, и веселье вокруг расцветает. Пусть звенят голоса и смех, мы желаем огромной удачи. Этот день объединил всех, стали мы и дружнее, и богаче. Спасибо вам за этот светлый час, за то, что этот вы проект создали. Пусть дружба крепче объединит нас, мы о таком союзе и мечтали. И пусть летит привет из наших гор, из Дагестана, родины поэта. И колыбельный вечный разговор согреет всю огромную планету. Как важно, чтобы с самых малых лет мелодии знакомые звучали. Хранил ребенок в сердце теплый свет, что в нежных колыбельных напевали. Аварец и татарин, и таджик, и русский, каждый помнит эти звуки. Тот материнский сокровенный лик и ласковые теплые руки. Пусть звенят голоса и смех, мы желаем огромной удачи. Этот день объединил всех, стали мы и дружнее, и богаче. Спасибо вам за этот светлый час, за то, что этот вы проект создали. Пусть дружба крепче объединит нас, мы о таком союзе и мечтали. И пусть летит привет из наших гор, из Дагестана, родины поэта. И
И сейчас я хочу сказать слова благодарности человеку, который не просто руководит процессом, а действительно живет тем, что делает. Я чувствую, к чему ты клонишь, и поддерживаю, потому что есть люди, чье имя в афише финала уже знак качества, знак внимания к каждому, кто работает с детьми. И поэтому, дорогие друзья, с большим уважением, с особым вниманием и, если позволите, с любовью, мы приглашаем на эту сцену начальника отдела образования Гамзатову Патимат Хадисовну. Добрый день, дорогие друзья, дорогие малыши, родители, коллеги. Вот сегодня у нас очередной душевный сбор. Я даже не хочу сказать, что итоги нашего проекта – очередное душевное мероприятие и руководителей, и детей, и родителей дошкольного образования. Я рада приветствовать вас всех на очередном мероприятии. Со вчерашнего дня очень душевное мероприятие. Даже то, что здесь у нас плеяда вот этих люлек, о чем это говорит? Это говорит о душевности, это говорит о любви и прежде всего о любви к матери. Со вчерашнего дня много думала я, провести это мероприятие, не провести. Человеческая жизнь дороже всего. Очень хотелось сохранить жизнь и покой каждого. Одновременно очень хотелось наших дорогих гостей с Татарстана провожать домой именно с такими впечатлениями, с каким они сюда приехали. Чтобы сбылись их мечты, чтобы они, как положено, могли реализовать данный проект и спокойной душой, чтобы они поехали, вернулись к себе на родину Татарстан. Значит, все-таки, хоть и не в том формате, который мы готовили, у нас очень много всего было, каждый из вас знает, межрегиональный проект мы хотели закрыть, очень громко хотели закрыть. Но Всевышний делает так, как ему угодно. Поэтому мы сегодня хоть в таком формате, хоть и душевно, давайте же подведем итоги, проведем финал, хоть и в таком кругу, как положено, и проведем наших гостей с теплой душой, с высокими, хорошими воспоминаниями. И этот проект станет для нас историей для обеих республик, Республики Татарстан и Дагестан. Это проект, межрегиональный проект. По факту она должна была проводиться, его должны были провести в Махачкале. Мы его перехватили. Иншаллах Рахман, еще перехватим и еще перехватим. У нас для этого есть все возможности, и мы никогда ничем никому уступать не будем. Все. Спасибо всем большое. Далее уже, так как у нас формат мероприятия изменилось, дальше провести мероприятие мы предоставим слово нашему высокому гостю, нашей Гульнаре. Дорогие друзья, дорогие коллеги, наверное, уже родные люди, я прошу всех, с кем мы познакомились, не провожать, когда мы будем уезжать, потому что мы будем плакать и очень скучать и ждать следующей встречи. Спасибо вам за теплый прием, за ваши искренние улыбки, теплые глаза и желания. Я хочу пригласить на эту сцену и мою команду, моих девочек, без которых ни один проект и ни одна идея не осуществилась. Пожалуйста, поприветствуйте Гулера Таильевна Нигматзадовна, Гузелька Тихоновна Шерифовна. Этот проект, мы не знали, в каком формате. Вы знаете, мы собираемся сегодня в дружественной атмосфере. И вот с этими женщинами, с девушками, с которыми мы проделали этот нелегкий путь, нас задержали самолет на 20 часов. Но мы приехали, и мы понимаем, почему Всевышний проверил наши намерения в пути, да? И мы благодарим вас. И я хочу сказать, что этот проект родился, «Воспитание любой колыбельной песни» родился в доме у Гузель. Когда я приехала к ней со своей 3-летней дочерью и не могла уложить ее спать. А Гузель взяла в свои руки. Я не пела колыбельной песни до этого, пока не познакомилась
с голосом Гузель. Мы не знали, Гузель, в каком формате и когда предоставить тебе возможность. Гузель говорит Гульнару: пожалуйста, не надо предоставлять слово, потому что я свободно говорю на татарском языке, мне будет сложно говорить на аварском, я его не до конца выучила, а на русском я не так свободно говорю, поэтому, Гузель, пожалуйста, порадуй нас своим голосом. Öz öfkesi var anam, elli belli der bu, medreseye gider bu, tırşıp sabah okusan, galim bulup gider bu, tırşıp sabah okusan, galim bulup gider bu. И это было не запланировано, но так красиво получилось. Со словами нашего великого поэта, нашего писателя Габдуллы Тукая, в переводе это обозначает: если ты будешь стараться, ты будешь великим ученым и достойным человеком своего народа. Вот с такими молитвами татарские женщины воспитывают своих детей. Спасибо вам большое. Награждение во второй части. Спасибо. А сейчас перед нами выступает воспитанница Ахалчинского детского сада Дейтбегова Амина с песней «Вовочка». Я девочка красивая, но все так говорят, и все мальчишки ждут нас до глаза. Любили все помячки и все озорники. Не может быть представь себе и все турники. Не сирота, листовки, жучков несет окон. Артем за косы дергает, понятно, что влюбляет. Но я на их стороне, не сдаться все равно. Мою сердечко булочки навеки оторву. Не может быть представь себе навеки оторву. Подруга мила погадала на сутке, и грустно, что мы с Вовочкой гулять рука в руке. И пусть мы за обедом Сашка водки отдает, я Вову не предам даже за булку и компот. Не может быть представь себе за булку и компот. Верочка, с тобой хочу играть, кататься вместе с Вовочкой и пиво называть. И за твою фамилию мы стадион. Мой Вовочка в Кремле живет и чей-то президент. Не может быть представь себе и чей-то президент. Не может быть представь себе российский президент. Вы те, кто встречает детей на самом важном этапе их жизни. Вы первые взрослые после мамы и папы. Вы те, кто закладывает фундамент. Низкий вам поклон за ваше терпение, за ваше сердце, за вашу веру в каждого ребенка. Встречайте Хунзасский детский сад номер 2 «Солнышко». Что-то в мире случилось такое. Сердце стало у всех ледяное. О любви мечте забывает, и все чаще близких теряет.
за идею слепую, не близкую нам. Мы не слышим и спорим друг с другом, но опомнись и протяни руку. Ведь не важно, какого ты цвета, на каком ты конце планеты, ведь для нас, для всех земля одна. Если будем мы в светлое верить, станет в мире немножко добрее. Мы не будем жалеть и слезами, будут дома папы и мамы, и все дети счастливее станут чуть-чуть. Ще дітьми, щоб світ змінити наш смог. Жили разом скрізь, небо, що без сліз, світі без війни. Сегодня долгожданный финал межрегионального конкурса, и нам предстоит назвать имена тех, кто стал его главными героями. Скажу честно, членам жюри я не завидую. Ой, я тоже. Потому что выбрать лучших из лучших, когда каждый участник — это целая вселенная тепла, терпения и мудрости, это почти невозможно. Но жюри справилось, и мы знаем, как было непросто. Давайте, кстати, их поприветствуем. Тех, кто смотрел, слушал, спорил, восхищался и принимал непростые решения. Слово руководителю проекта Фатрахману Гульнаре Шавкетовой. Дорогие друзья, сейчас вот наступают 15 минут, подготовка к которым шла долгие месяцы. За каждой работой конкурсная своя большая история. За каждой вашей работой наша частичка души. Каждую конкурсную работу мы просмотрели десятки раз. И самое сложное вообще в этом проекте «Воспитываем детей с колыбели» — выбирать призеров и победителей. Потому что я всегда говорю, я была на сцене Кремлевского дворца на Красной площади и на самых больших сценах нашей страны, но то, что сегодня происходило на этой сцене, это в самое сердце, потому что наши дети — это то, что показывают наши дети, это всегда в самое сердце. Огромное спасибо людям, которые подготовили до каждого тона, вздоха, направления руки, уважаемые хореографы, уважаемые люди, которые вот вложили
частичку своей души от входной зоны с этих фонариков. Я не знаю, сколько вы ночью, наверное, не спали, чтобы это все установить. Я всегда говорю, что в системе образования, в системе творчества нашей страны работают самые уникальные люди. А давайте теперь приступим к этому затяжному процессу. Мы сегодня должны были наградить всю Республику Дагестан, которая приняла участие в этом конкурсе, но было принято решение поставить безопасность на первое место, и это правильное решение руководства республики, и мы, конечно, под это всегда согласны. Мы сегодня, дорогие друзья, те, кто смотрит это награждение на той стороне экрана, наши теплые приветствия и объятия для вас, мы скажем каждого на этой сцене, и с вашего позволения я передам ваши подарки, подарки других районов, в руки методистов отдела образования Хунзакского района, потому что эти девочки уникальные, самые ответственные и самые проникновенные, и эти теплые руки обязательно вам ответственные руки донесут и доведут до ваши призы и награды. Ну что, начинаем, друзья. Мы всегда начинаем с начала проекта, и я хочу отметить первую конкурсную работу, которая пришла у нас с города Избербаш. Открытие, позвольте зачитать. Открытие проекта в Республике Дагестан. Детский сад номер 6 города Избербаш. Руководитель учреждения Урмзак Сируджидиновна, воспитатель Магомедова Инна Хайбулаевна прислала нам первый рисунок с берегов Каспийского моря. Ваша первая награда. Ваша первая награда. И в Избербаш у нас обладателю первой награды уходит приз сувенир. И следующее, мы хотели бы поблагодарить участников, которые прислали первую видеоработу, которая вдохновила и наших спонсоров этого проекта. Руслан Раисович Мухаев, который сегодня должен был присутствовать в этом зале, вдохновился вашими работами и даже не приехав сюда, попросил от имени Республики Мордовия, от себя лично передать во все дошкольные учреждения Хунзавского района, во все 38 садов вот эти прекрасные большие колыбели. Это подарок вам от Руслана Раисовича. И Руслан Раисович, вот этот вот его благородный, в основу его такого поступка легла работа воспитателей детского сада «Чебурашка» Хунзавского района. Я попрошу выйти на сцену Абдулпатахову Айшат Гаджиевну и Исаеву Патимат Исаевну. Добро пожаловать на сцену. Была первая видеоконкурсная работа, и автор и наши подарки для вас. Дорогие друзья, по поводу спонсора нашего набора мы хотели бы поблагодарить издательство «Уммаленд» за предоставленную коллекцию книг «Лаборатории эмоций», которая будет в каждом вашем учреждении. Лаборатории эмоций, благонравные нравы, которые основаны на учениях нашего и на жизнеописании нашего великого человека, пророка Мухаммада, мир ему. Следующие награды у нас уходят маленьким девочкам, которые попали в самое сердце Гузель Хатиповны Шарифулиной. Дорогие друзья, в город Махачкалу уходит приз зрительских симпатий Магомедовой Фатиме Зауровне и Магомедовой Лейле Арсеновне. Девочки, подарок-пакетик для вашего учреждения. И вот эти серебряные сережки от Гузель Хатиповны.
друзья, мы завершили, Гулья Рафаэльевна, мы завершили награждение благодарности и переходим к нашим прекрасным рисункам. Знаете, давайте мы начнем с фотографии и завершим рисунками. Давайте перейдем к фотографии. Мы вообще планировали в каждой номинации видео, фото и рисунок наградить только 3 места. Но так как вы нас завалили вот этой красотой, мы в каждой номинации сделали еще по 3 номинации, чтобы было больше призеров и победителей. Дорогие друзья, фоторисунок. Мы награждаем все-таки рисунки. Номинации «Теплый дом». 3 место было присвоено Черкесскому образовательному центру имени Амара, село Черки, Буйнакского района, в конкурсе «Ода материнской любви». Мирзаева Амира Исаевна, 3 место. Кочубейский детский сад «Чебурашка» Тарумовского района Республики Дагестан. Магомед Расулов Ахмед Рашидович получает 2 место, и его уникальная картина «В объятиях отца и матери». Первое место в номинации «Теплый дом» уезжает в невероятную работу Керимовой Папу Магомед Патшаевны, детский сад «Юлдуз», село Каякент, Каякентского района Республики Дагестан. Уникальная работа, достойна самых почетных мест в залах изобразительного искусства. Спасибо большое за ваше творчество. Дорогие друзья, мы переходим к следующей номинации рисунков. И следующий рисунок номинации «Мамино тепло». 3 место в номинации «Мамино тепло» занимает детский сад номер 5 города Избербаш Азиза Асадулаевна. Второе место занимает Гасайниева Ирайган Ибрагимовна, детский сад «Солнышко» Дахадаевского района. Мы же все ждем Хунзак, я чувствую, по вашим аплодисментам. Также 2 место мы присвоили Исаевой Фатиме Магомедовне с Гунипского района, с детского сада номер 17. Первое место в номинации «Мамино тепло» присвоено детскому саду номер 9 города Избербаш. Рабадана Джамият Умалатовна, и наши теплые аплодисменты с Хунзаха вам, победители. Следующая номинация в конкурсе рисунков «Сердце родного края». Дорогие друзья, 3 место в номинации «Сердце родного края» присвоено детскому саду села Усимикент Каякентского района Республики Дагестан Эмилии Магомедбаевой. Второе место присвоено детскому саду номер 2 Хунзарский район Республики Дагестан. Газиева Хаджиджа Тамаровна. Ждем вас на сцене. Большое. Первое место в номинации «Сердце родного края»
занимает Центр развития ребенка, детский сад номер 1 «Сказка», село Дылым Казбековского района. Саидова Саида Бисултановна. Наши подарки будут отправлены и вам. Дорогие друзья, и заключительная, Гулия Рафаэльевна, заключительная номинация. Мы переходим к фотографиям. У нас в рисунках здесь есть одна уникальная работа, которую я, с вашего позволения, оглашу в завершение нашего мероприятия. Уважаемые коллеги, мы завершили награждение в номинации «Рисунок. Ода материнской любви» и переходим к фото конкурса «Воспитывай детей с колыбели». Прошу вас. Третье место в номинации «Семья. Маленькое государство» занимает детский сад «Теремок», село Ахалши Кунзавского района, Республики Дагестан. Руководитель учреждения Магомедова Мадинат Магомеднур Осыпханова. Второе место в номинации «Семья. Маленькое государство» занимает детский сад номер 2 Дахадаевского района, село Уркалах. Исахмедов Исахмед Тимурович, Исахмедова Ашура Набигуллаевна. И первое место занимает работа Раздольевского детского сада села Раздолье Тарумовского района «Семья Магомедов». Единственная фотография, где у нас присутствовал папа, все, наверное, его помните. Поздравляю вас с почетным первым местом в номинации «Семья. Маленькое государство». Дорогие друзья, мы переходим к следующей номинации в конкурсе фотографий. Прошу. За первое место в номинации «Уроки жизни» награждается детский сад «Аист» Ботлерского района. Работа Магомедовой Сулисат Раджаповны. Вы помните, они делали и кукурузную муку, и стирали белье. В общем, все. И даже в завершении встретили мужа. Прекрасная работа, фоторабота. Поздравляем вас с победой в данной номинации. Итак, также за победу в номинации «Уроки жизни» мы награждаем Амарову Ханса Ахмедовну, детский сад имя имама Шамиля, село Амоши Кунзавского района Республики Дагестан. Прошу вас на сцену. Прекрасная работа бабушки с внучкой. Прекрасная фоторабота. Спасибо большое. И открытие проекта фотоконкурса, открытие для нашей страны. Фотографию этой работы мы отправили во многие учреждения для того, чтобы они взяли себе в информацию, что есть такая семья. Мы в нашем фотоконкурсе, мы поимели честь, то, что в нашем фотоконкурсе приняла участие семья Магомедовых. Это 4-м поколение каменетесы, то есть в 4-м роду, и они показывают, как от прадедушки праправнуку передано вот это искусство камнетесения. Они очень хотели сегодня приехать к нам. Поздравляем вас за открытие, за победу в номинации открытия нашего проекта и в номинации «Из поколения в поколение». Спасибо. Дорогие друзья, не устали? Мы переходим к самому волнительному моменту.
колыбельным песням. И перед этим я хочу сказать, что каждая ваша работа была пронесена через самое сердце. И вначале я немножко переживала, что не ко всем работам были приложены переводы с аварского, с даргенского, с кумыкского языка. Кумыкский мы, конечно, немного понимаем, но где-то на 4-й работе я поняла, что язык материнской любви, он единый. И уже вот эта мелодичность ваших голосов, она была мне ясна и понятна. Я поняла одно, что в ваших голосах и в вашей подаче очень много любви к будущему поколению. И давайте приступим к поздравлению наших победителей и призеров данной номинации. Первая номинация «Голос». Первая номинация «Голос единства». Я зачитаю грамоту. Награждается за 3-е место Сакинат Гетимхадовна, Тибетского детского сада, автор из Тибетского детского сада Шамильского района, в конкурсе «Воспитание любой колыбельной песни» в номинации «Голос единства». Ваша работа стала настоящим украшением проекта и ярким отражением искусства материнской любви. Ваш ценный вклад в популяризацию традиционных семейных ценностей вашего народа и обмен опытом между регионами неоценим. Желаем вам не останавливаться на достигнутом, находить вдохновение и добиваться новых побед. Поздравляем Тидибский детский сад, передаем вам подарок. Второе место в номинации «Голос единства» занимает коллектив детского сада номер 1 Дахадаевского района Республики Дагестан. Яхмеева Хамсият Маликовна и ее коллектив. Поздравляем вас! И первое место в номинации «Голос единства» занимает Золотой фонд Гунипского района, детский сад номер 3. Поздравляем! Громкие аплодисменты вам, Золотой фонд Гунипского района. И от наших спонсоров подарок для учреждения. Следующая номинация. Номинация «Голос будущего». Прекрасной работы наших детей. 3-е место в номинации «Голос будущего» занимает, я уже помню наизусть. Дорогие друзья, 3-е место в номинации «Голос будущего» занимает Абдуллаева Мария Магомедовна, детский сад номер 1, Ромашка Онцукульского района Республики Дагестан. Поздравляем вас! И для Мариян Магомедовны из Онцукульского района подарок от руководителя отдела образования Хунзакского района. Лично она подготовила для нее подарок огромный. Впечатлилась ее конкурсной работой. Дорогая наша Марьям, вот этот большой подарок уезжает к тебе. Скоро вы за ним приедете. Здесь и... Давайте посмотрим на прекрасное. Это работа, в которой девочка нам показала всю традицию, всю красоту женщины. Она и прочитала намаз, и приготовила покушать, и собрала мужа. То есть весь цикл дня девочки, женщины. Вот это вот прекрасный Шамаиль, молитвенный коврик и игрушка едет к тебе.
Второе место в номинации «Голос будущего» занимает, внимание, Магомедова Амина Хабибовна, детский сад номер 3 «Ласточка» Хунзавского района Республики Дагестан. Дорогая наша Аминочка, ты, надеюсь, здесь, рядом с нами, или представитель детского сада «Ласточка». Просим вас на сцену. Столько силы было в этом детском голосе, вся сила Хунзавского района, весь голос будущего в Амине был. Поздравляем нас тебя, дорогая Аминочка. И специально для нашей Аминочки, для нашей прекрасной исполнительницы именная колыбелька. Спасибо большое. И, дорогие друзья, первое место в номинации «Голос будущего» занимает, внимание, друзья, занимает 4-летняя девочка, которая исполнила 4 куплета наизусть. Я не знаю, как у вас, у меня дети только в 4 начинали разговаривать. 4-летняя девочка с Новокалакского района Республики Дагестан, Сулейманова Сумая Мурадовна, и руководитель учреждения Курбанова Лауру Магомедовну благодарим за то, что вы приготовили такую прекрасную работу. Этот подарок для вас. Маленькая колыбелька для этой девочки. И Гулия Рафаильевна очень впечатлилась этим номером, лично от себя передает подарок. Спасибо большое. Следующая номинация, очень такая ценная для нас. Мы слышали номера коллективные, слышали номера детей и слышали номера отдельно наших матерей. И вопроса не возникало, как называть эту номинацию. Мы ее назвали «Голос родного края». Третье место в номинации «Голос родного края» занимает Ацикова Саният Магомедовна, детский сад «Планета детства» Новокалакского района Республики Дагестан. Поздравляем вас! Новокалакский район, скоро ваш подарок будет у вас. Второе место в номинации «Голос родного края» занимает Амарова Индира Исагаджиевна, Сергокалинский район Республики Дагестан, детский сад Олимпийский. Вы помните эту работу? Это мы оценивали, наверное, эти работы по мурашкам, которые проходили по всему телу. Это просто не описать. В их голосах был голос всех народов Дагестана. Спасибо большое, что вы украсили наш конкурс своим голосом. И кульминация. Победительница в номинации «Голос родного края» межрегионального конкурса «Воспитываем детей с колыбели» становится Магомедова Асият Шамхаловна, детский сад номер 63 города Махачкалы. Поздравляем вас, Асият! Поздравляем, и ваше учреждение уезжает вот такой прекрасный подарок. Дорогие друзья, мы хотели бы выделить определенные работы. Во время проведения фотоконкурса к нам пришла уникальная работа девушки, которая качает колыбель с 6-месячным своим ребенком на холме с видом на горы. Прекрасная работа, и мы для нее подготовили номинацию и титул «Образ матери». Нанишева Айшат Магомедовна, село Тидип Шамильского района Республики Дагестан. Этот титул уезжает в ваш район. И маленькая колыбель для вашей подрастающей дочери.
Дорогие друзья, в нашем проекте приняли активное участие, и мы хотим поблагодарить отдельные истории. Детский сад номер 53 города Махачкалы. Там у нас представили работы воспитатели, внимание, с 30 и с 35-летним стажем. Я уверена, что в зале есть такие представительницы. Они рассказали об этом, мы очень впечатлились. И Гулья Рафаильевна лично для этих двух воспитателей города Махачкалы подготовила свои подарки. У нас есть два главных титула, есть кульминация. Но до объявления этой кульминации я хотела бы поблагодарить тех людей, которые сделали возможным наше присутствие здесь. В первую очередь я хотела бы поблагодарить своих родителей, свою родную школу, свою родную республику Мордовию за воспитание. Я хочу поблагодарить своего мужа, супруга, который благословил меня на эту поездку и позволил мне неделю быть в этой светлой республике. Этот конкурс не состоялся бы, если бы нас не взяли под свое теплое крыло Духовное управление мусульман города Москвы. Огромная вам благодарность Департамент культуры города Москвы, Ринат Хазрат Абайманов, Ассоциация женского сотрудничества, Гузель Ханум. Благодарим вас за то, что вы внесли все возможные усилия, чтобы это мероприятие с нашей стороны состоялось на высочайшем уровне. И это мероприятие не стало бы возможным, если бы до деталей, до каждой запятой, до каждой точки над ним не работал один человек с огромным большим сердцем. Я хочу поблагодарить маму этого проекта, принимающую в Республике Дагестан, Гамзатова Патимат Хадисовна. Патимат Хадисовна, спасибо за вашу ответственность, честность, прямолинейность. Только так можно делать большие дела. Патимат Хадисовна, спасибо вам большое. Ваш район действительно центр притяжения интеллектуальных проектов. Мы вчера это осознали, поняли на площадке журавлей, мемориального комплекса журавлей. Спасибо большое за тот высокий уровень вашей подготовки. Мы хотели бы сказать спасибо методисту отдела образования Кунзакского района Гетинясовой Асият Магомедовне. Спасибо вам большое, девочки, за вашу чуткость. Асият Магомедовна, ждем вас в Татарстане изучать татарский шамаиль. Мы хотели бы сказать спасибо Мухумаеву Мураду Исмаиловичу за вашу теплую за работу. Мурат, рахмет, бигзор сизге. Мы хотели бы сказать спасибо Бариновой Умайганат Магомедовне, Умуханум. Спасибо вам большое. Огромная благодарность Магомедовой Патимат Магомеджановне. Милые. Спасибо большое. Мы говорим спасибо Магомедовой Аминат Магомедовне. Аминочка, наше теплое объятие. Мы говорим спасибо. Я говорю спасибо вам, девочки. Нигматзянова Гулия Рафаильевна и Шерифулина Гузель Хатиповна, спасибо большое за то, что вы всегда были рядом. Гузель Хатиповна, вот на этих хрупких трех плечах мы подготовили проект в Республике Татарстан со своей стороны. Уважаемые коллеги, кульминация нашего сегодняшнего дня. В Республике Дагестан обладателем гран-при конкурса
воспитываем детей с колыбели, воспитание, любовью. Колыбельная песня становится. Тишина. Тра-та-та-та. Хибдинский детский сад Шамильского района, Советского района Республики Дагестан. Поздравляем вас! Умакусумна Магомедовна, поздравляем вас с победой в нашем конкурсе. Дорогие друзья, Республика Дагестан для меня колыбель моей души. Здесь я нахожу вдохновение, здесь я нахожу успокоение, здесь рождаются мои проекты, здесь решались какие-то мои внутренние конфликты. Здесь мы находили ответ на вопрос с моим мужем, куда мы идем и для чего идет наша семья. Я хочу сказать огромное спасибо Всевышнему Аллаху за то, что Он создал этот прекрасный край, вашу республику. И в каждом послании для вас, в каждой колыбели, для ваших учреждений, для каждого человека республики я написала письмо. Вы прочитаете их дома, они будут у вас, в ваших колыбелях, в ваших пакетах. И я хочу поблагодарить вашу республику. Многие люди считают, мир считает, что ваша республика ценна этими невероятными просторами, невероятной природой. А мы уверены в том, что ваши горы прекрасны лишь потому, что у них есть вы, народы, великие народы республики. Спасибо вам большое за то, что вы украшаете свой родной край и украшаете наши сердца. В Дагестане у нас родился титул проекта. Он берет старт здесь. И в каждом регионе, где дальше будет жить этот проект, этот титул будет жить. Эта работа, которую мы получили, она через самое сердце. И этот титул мы так и назвали «Сердце Родины». Сердце Родины и лицом вашего Дагестана, с вашего позволения, мы отдаем этот титул Халисат. Халисат Дагестана. Халисат Дагестана. Это образ Халисат Ханым. Прошу вас на сцену. Воспитательница детского сада «Ласточка», 70 лет. Воспитательница оказалась Патимат Хадисовна Гамзатова. Для нас это было открытием. Патимат Хадисовна, мы понимаем, откуда идет ваша сила. Спасибо большое. Халисат Ханым, образ сердца Родины в вашем образе. Весь Дагестан для нас, для других регионов в вашем образе. Позвольте от нашего проекта подарить прекрасную шаль, которая изготовлена рукодельницей Сабинского района Республики Татарстан, девушкой, которая видит мир одним глазом. Лилия, тебе большой привет. Этот проект стал явлением. Этот проект стал чудом. Мы чувствовали каждый день, каждый шаг, как Всевышний Аллах дарует нам свою щедрость через вас, через ваше гостеприимство, через ваши улыбки, через каждого человека, который проявил о нас заботу. Нас встречали как первых лиц Республики Татарстан. Спасибо вам большое за это, дорогой Дагестан. Такой уровень гостеприимства можете показать только вы. Спасибо большое. И я хотела бы завершить
наш сегодняшний день уникальной историей, историей чуда. 90% времени подготовки к этому проекту я посвятила тому, чтобы найти режиссера и главного героя данной картины. Эта картина пришла в ночь, когда мы всей семьей посмотрели впервые уникальный фильм «Рай под ногами матерей». Вы многие его видели. И я мечтала, чтобы его увидел главный режиссер и главный герой этой картины. Не получилось до приезда в Дагестан. А в Дагестане позавчера главный продюсер данного фильма вышел с нами на связь, передал вам, Республике Дагестан, огромные слова поддержки от их проекта. И в подарок нам, автору вот этой картины, прошу вас выйти на сцену. Автора этой картины. Благодаря вот и мысли, которая пришла от меня, мысль, которая пришла от нее, люди, которые создали вот эту уникальную картину, увидели ее и подарили нам благотворительный просмотр данного фильма здесь, в Республике Дагестан, в Кунзакском районе. Хочу передать оригинал этой картины режиссеру Руслану Акону через Гульнару. Спасибо большое за вашу работу, которая стала тонкой ниточку между этим фильмом и Республикой Дагестан. Спасибо вам большое, мы обязательно передадим. И, дорогие друзья, с вашего позволения, картины всех авторов, все рисунки, которые вы отправили нам на конкурс, по возвращению в Казань у нас организовано мероприятие в поддержку Республики Дагестан, в рамках которых будет проведен аукцион продажи данных картин, и все вырученные средства будут переданы вашей республике на помощь затопленным территориям. Спасибо большое за ваше творчество. Уважаемые коллеги, я бы хотела попросить сейчас выйти на эту сцену. Мое выступление завершено. Сейчас все, кто находится в этом зале, достойны постоять на этой сцене. Уважаемые заведующие, я хочу каждого вас обнять, передать эту колыбель от Руслана Раисовича и вместе сделать с вами фотографию. Добро пожаловать на сцену. Спасибо большое. Ура! Мы это сделали, Фатима Хадисовна. Спасибо большое за все.